Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в Анталии, в Турции, и в очень классной компании «Колибри», где наши земляки занимаются недвижимостью. Да, Ага. И наша сегодня гостья Надежда Павлова. Здравствуйте! здравствуйте. Как жизнь в Турции? Как вы давно здесь приехали и сколько вы уже работаете и когда начали, когда открыли компанию? Я переехала сюда 5,5 лет назад, в августе 2017 года, со всей своей семьей, с мамой, с сестрой, с дочкой. И первые годы, можно сказать, пошли на адаптацию. Да? Первые 2 года это точно, да, вот больше надо было посмотреть, да, изучить, вообще быть уверенным, действительно ли вообще хочу ли я тут остаться, да, но у меня за все эти 5,5 лет не было ни одного сомнения того, что я приехала в правильное место. А до Вот. этого где-то путешествовали, да? Нет, до этого я 1,5 года жила в Новосибирске, а до этого всю жизнь прожила и работала в Якутске. Кем, если интересно? Я в Якутске занималась туристическим бизнесом. У меня были офисы продаж Пегас Туристик. А до этого я занималась рекламным бизнесом, и, наверное, поэтому меня больше всего знают по этому направлению, поскольку мы проводили очень много интересных мероприятий, выставок, выпускали журналы, передачи и так далее. Есть ли здесь, в Анталии, какое-нибудь сообщество якутян? А, Когда мы приехали 5 лет назад, вообще никого не было, да, и были мы, да, и еще семья моей подруги. И вот мы постепенно начали создавать такое свое мини-сообщество. У нас была WhatsApp-группа, которая из нескольких человек сейчас разрослась, и где-то в ней сейчас состоит порядка 280 человек. Но, да, часть из них только собирается приехать, да. Мы проводим постоянно разные мероприятия, встречи для земляков, иногда делаем мероприятия для детей, и это для нас больше такая вот общественная деятельность для того, чтобы поддержать своих. В принципе, WhatsApp-группа уже очень многим людям помогла и помогает, то есть для меня это больше как миссия. Но вот официальной организации в Анталии у нас нет. Есть у нас сообщество, да, ассоциация, которая создана в Стамбуле, и она объединяет всех якутян, которые живут в Турции, и я являюсь ее представителем здесь, в Анталии. Мгм. Круто. Нравится здесь якутянам? Но я думаю, судя по тому, что никто практически не уезжает, всем здесь очень нравится. Мгм. И кто они такие, вот якутяне, которые переехали именно в Турцию, в Анталию? Есть первая волна, которая переехала в Турцию и осталась здесь жить. Это ребята, которые много-много лет назад поступили сюда учиться. Это в 90-е годы. Да, и их несколько человек, которые живут в Анталии. Вот они и создали, в общем-то говоря, нашу ассоциацию официальную. Да. Председателем, президентом этой ассоциации является Матрена Егорова. Она живет в Стамбуле. Вот. А вторая волна, наверное, я бы сказала, началась с людей, которые начали приобретать недвижимость в Алании просто для отдыха, но они постоянно не живут. Да? И третья волна, наверное, я бы сказала, что она началась у нас здесь в Анталии, когда переехали мы, да, первые те, которые взяли с собой мам, детей и вот реально показали первый пример того, как здесь можно реально жить. Да? Дело в том, что очень сложно вообще некоторым представить, оказывается, что это все так просто. Раньше было вообще, вот просто приехал, арендовал квартиру, купил медицинскую страховку, и ты можешь здесь находиться. Мгм. Да. Главное решить вопрос, естественно, с доходом. Мгм. Конечно, мы в политику не ввязываемся, но четвертая волна, ее нету, да? Или она есть? Кстати, да, четвертая волна, конечно же, она есть, да, и
эта волна, она такая вот мигрирующая. Вот я вот смотрю на это, да. То есть есть Арендовали люди- и уехали, да? Да, некоторым как бы вот еще не принято у них решение остаться или нет. Они еще выбирают между разными странами, например, вот с Казахстаном, да, с Турцией, с городами, Таиланд. да. Появляются на фоне этой волны у нас разные идеи, например, поехать в какую-нибудь турецкую деревню, там жить. Есть люди, которые действительно уехали в очень такие малолюдные места в Турции. Вот, ну, соответственно, там дешевле, поэтому они выбирают пожить спокойно, но подешевле. Здравствуйте, Лена. Как жизнь в Привет. Турции? Ага, жизнь отличная тут. Когда приехали и почему выбрали Именно Анталию? Турцию. Ага. Анталию. Мы переехали весной, мы переехали всей семьей, у нас маленький ребенок, мальчик 6 лет. Мы весной, когда думали, куда переехать, решили выбрать вообще Турцию, потому что здесь цены хорошие для россиян, прекрасная погода, свежие продукты. И я знала, что здесь есть очень много якутян, которые сюда переехали, и думала, найду здесь поддержку. Когда мы с семьей сюда переехали, мы попробовали несколько городов. Стамбул, Анталия, Алания и Мерсин. Все-таки решили выбрать Анталию, потому что это огромный город, миллионник. Тут есть развлечения, возможности на любой вкус, огромные торговые центры, плюс еще возможности. Возможности для моего ребенка — это очень хорошие школы, хорошие детские сады, очень большое сообщество якутян. У нас есть своя WhatsApp-группа, где мы получаем очень хорошую поддержку. Я вообще не пожалела, что выбрала Анталию, потому что этот город по размерам, он, наверное, идеальный для нас. Он не маленький, но и не совсем гигантский, как Москва и Стамбул. И плюс еще тут береговая линия очень длинная. Со всех районов можно попасть к морю. Тут очень много солнечных дней. Купальный сезон длится с весны до поздней осени. Вот некоторые сейчас... Вот я вот ты купаешься уже же, да? купался. Вот ты купаешься, например, да? Поэтому можно сказать, что здесь круглогодичное тепло и хороший купальный сезон. Еще плюс я вижу перспективу именно в Анталии. Мы сейчас думаем, где купить нам недвижимость, и Анталия меня вот как раз этим и привлекает, потому что здесь всегда будет очень много людей, а значит много покупателей, большая стоимость всегда будет, да? Конкуренция. Плюс, да, за счет конкуренции. Плюс еще здесь, ну, как раз это туристический центр Турции. Здесь всегда солнечно, всегда хорошо и тепло. Значит, наплыв тех людей, иностранцев, местных, да, которые хотят переехать, тоже будет высоким. Соответственно, цены на недвижимость, скорее всего, не будут снижаться. Вот именно по этой причине, по нескольким параметрам, мы выбрали именно Анталию. Я выбрала Анталию, потому что мы здесь уже ранее с семьей отдыхали. Получается, у меня есть муж и дочка. И из-за того, что в Анталии более развито русскоговорящее население, у нас садиктар, всякие разные, очень много интересных событий бывает для детей. Для детей как раз природа, все вот это вот свежие фрукты все время у нас. Мой ребенок обожает фрукты, овощи, круто. И мы переехали в сентябре, в начале сентября. И по сей день здесь нам очень нравится. Оксана, әлбәқ тойдуға тұржаған бұғылақты инстаграмынан ең көрді қой, Индия болды, қасы тойдуға хүртіңде, онна әргейен да Турцияға кәлбеккенде, тоғы Турцияны талды? Мен Турцияның тірегіргәбетім ден бизнес-возможность. Бән болағана Сочиға турагентство лақпын. Оны манна Надеждаға, ну, как партнер кәлбетім. Манна, ну, турагентство, офис арьяргым ұппыт. Но после, ну, эти аннук манных хамсахым болбутын кәнттен пока такойданы хаджавыт. Но удаленно туризмы барахпақпын, аннук жүлелі хаджавын. Онна тон Надежда, манна біле недвижимость еттінен риэлторской компания рыбытыгар. Тоғы, ну, холонын көрем дем мен кені командатын гытта білеген үлелі хаджавын. И сколько здесь можно побыть в Турции? Сколько времени? 3 месяца, 6 месяцев?
Ну тут у нас, кстати, да, часто очень люди путаются, думают, что здесь можно побыть 3 месяца. На самом деле здесь можно побыть ровно 60 дней без визы. Не 2 месяца, потому что иногда бывает, что просрочили, например, 1-2 дня и приходится уже выезжать и штраф платить. При этом, если вы выехали и заехали, то и можно еще находиться 30 дней, не больше. А если я хочу надолго здесь остаться, то что мне нужно сделать? Для этого нужно будет получать вид на жительство. Для этого есть несколько вариантов, да. А самый распространенный, который до этого был, да, вот можно сказать, до этого года, это получение вида на жительство туристического типа, где вы берете в аренду квартиру, делаете медицинскую страховку и можете уже претендовать на этот вид жительства. Но сейчас в связи с наплывом, да, иностранцев по Турции этот вид на жительство начали уже, скажем так, сокращать. Все сложнее и сложнее получить вид на жительство, и очень, скажем так, тенденции идут к тому, что этот вид на жительство могут приостановить, но пока официальной информации еще нет. Также, да, есть еще вариант семейный вид на жительство, да, когда выходите замуж там, или женитесь на гражданине Турецкой Республики. Также можно поступить на учебу в высшие учебные заведения. И самый-самый надежный способ, по которому практически 99% одобрения вида на жительство, это вид по собственности, как владелец собственности квартиры, которая стоит $50 тысяч или $75 тысяч, в зависимости от региона, в котором проживаете. Конкретно у нас в Анталии стоимость квартиры должна составлять не менее $75 тысяч. То есть, если я купил квартиру, я уже 100% житель Турции, можно сказать, да? Да. На неопределенный срок. Нет, почему? Вы постоянно обязаны продлевать этот вид на жительство. Каждый дают, год? Да? Примерно на 2 года дают. На 2 года, потом еще раз продляете. И через 5 лет после непрерывного проживания в Турции вы можете претендовать на гражданство Турции. Отсутствовать за этот период можно только максимум 180 дней. А как стать гражданином Турции? Я слышал, что еще этот процесс можно ускорить. Да, этот процесс действительно можно ускорить, и Турция для этого разработала инвестиционную программу, в которой, купив недвижимость на $400 тысяч и более, можно получить турецкое гражданство в течение 6 месяцев-12 месяцев. Для этого нужно подойти, в Турции, подача документов, или можно онлайн? Нет, онлайн здесь невозможно это сделать, да. Мы можем подобрать, изначально проконсультировать, да. У нас есть объекты недвижимости, которые идеально подходят под это направление, и потом уже подаем документы, можно потом уже выехать и ждать за пределами Турции одобрения, в общем-то говоря, своей заявки. У нас есть уже, кстати, примеры, когда наши якутяне получили гражданство. Так что это все реально и работает эта программа. При этом здесь очень хорошие условия для инвесторов, для тех, кто может еще рассмотреть просто инвестирование не в недвижимость, например, положить деньги в банк, но там суммы больше, соответственно. Поэтому люди выбирают между несколькими вариантами и действительно смотрят, что в Турции недвижимость растет, и вложив сейчас $400 тысяч, через 3-5 лет, да, эта сумма очень сильно увеличится. Bu maslahatına kalıyor. Bu masalan kabidem. Jamun ham samlatan ıpıdım. Ona one haskini, one tiyat konu katan aynan kabidem. Bilgin ceket mungkin kita barbar bit mana? Barabar bita ha. Oğlar yiyin, hayda hacaları, sadece skola. Oğlar ta yerine hacalar. Hameten ol bihi oğlardan dolguy buput. Oğlar but bağır kayıktıra. Bütün adaptasyonu arayı toxtuğa ayıktıra da cemit. Öte bu xataşı batık astılar. Oskolaların höbülüler var. Oskolalar geta klaska sülbetçiler.
Россия инкудук перегруженный инкудук болбатах, онна английскайды капстеллер еще батык ката хаңарга үйрөтүндөр. Ката аяк иккени делегер уже чисто английскайды хаңар балалар. Красавчиктер. Оğlar түргенне кылыналар ба. Оğlarым тәһәвиләтләре турсаны. Хевлән оттаманна түдей кедері асақайрығар хеджан нахал бақта маны тымниялар әті ұяйы ұжылар, қайылар тәмәнні кәлем баран олық бітті дағаны ұжыліктер қата иммунитеттері оға иммунитеті ғарин хашой бұл свежие фрукты, овощи, онна климата бәйті. Антон бәйін тұғыттан тоқтанастың Анталиятта? Антон ұғырқыттан бұға мечтайдырым ден халасты дуға біле кысты кәләрі, кыстары. Атак планом bu manna otam ya haber daha basar kadar şey baya. Dayduta bu ayılqatan çugas bu Antalya'ga lordaqpına например medağını ulhan korat kurduk olganan baran qayattan da çugas, tı da çugas, mora da çugas olehen hem bir halar bola bu hıtnan ayılqaga çugas bolaq bitti. Olehen qan bağdaqpına qanna var ayılqanı kadar altıyaq bitin hep. А как они открыли компанию и почему назвали Колибри? Да, все, кстати, спрашивают, почему назвали «Колибри». На самом деле название, оно у нас появилось в обсуждении еще прошлым летом. Думали, размышляли, как назвать ее, было очень много разных вариантов. И когда мы нашли идею с «Колибри», да, прочитали ее значение. Оказывается, колибри — это очень маленькая, красивая, самое главное, птичка, которая очень работоспособная и очень выносливая. При этом она делает это все легко, да, и это единственная птица, которая может летать вперед хвостом. Классная погода. Вообще суперская я вообще погода. кайфую. А Надежда волнуется. Ну это же природа. Насчет природы, на самом деле, вот за окном, можно сказать, вы видите самую-самую, наверное, такую ненастную погоду в Анталии. Но сейчас у нас, сегодня какое число у нас? У нас середина января. 11 число? Да. Угу. Мы ходим легко одетые, да, буквально 2 дня назад, вот. Было солнце, да, я ты купался. Купался, да? На море. В общем, вот такая погода. Да. Классно. Ну, мне нравится дождь, четко же. Ну, вообще говорят же, дождь к изобилию у нас, да? Когда в день Усеха идет дождь, это всегда считается как хороший знак, хорошим знаком, да? Вообще, в теме недвижимости я шла, оказывается, очень долго. Да? В 2008 году я приезжала, изучала проекты, новостройки за рубежом, в том числе в Болгарии, в Турции, сравнивала их, изучала, да? И все время поражалась, почему у нас там так дорого, а здесь вот реально такое качественное, классное жилье можно купить дешевле. И, наверное, это была одна из причин, почему я вообще хотела переехать в Турцию. Потому что я вот видела, вот, ну, что здесь, да, как бы вот можно купить за намного меньше денег, да. И сейчас эта тенденция, несмотря на все росты цен, она действительно сохраняется, да. И я понимаю, что вот у многих есть вообще желание переехать к морю, да, или хотя бы старость провести, да, возле моря, в теплом месте. И вот компания, она вообще создана для тех, кто действительно вот эту мечту уже готов осуществить. И мы помогаем подобрать хорошие новостройки, да, но, мы знаем очень много классных объектов, которые понравятся нашим землякам, россиянам, ну и вообще всем, кто приезжает в Анталию. Круто. А сколько человек в команде? Сейчас у нас в команде 11 человек, да, все из них якутяне. То есть наша команда, она сложилась, наверное, можно сказать, даже стихийно, интуитивно, да, из тех ребят, которые готовы сейчас действовать и готовы очень сильно обучаться. Инна жукускага риэлтордан үлелихир хиджигут кихибыгытынан Турция риэлторствата дехада тугоротлактыры. Тон улахан уратата хоқ әрәри просто объекттарға улаханларды бар. Холобра бихеха бихи билигин тоққылы левит новостройки. Хаңатылы жерлерге. Манна холобра хаңатылы же обязательно ремонтнақ болар. Ремонтнақ болар плюс кухня, плита, онна
вытяжка обязательно кирен турар болот. Бихалана холора сахая бата черновая делка ди. Онна манна рассрочка ден бар. Рассрочка ден булана холора хеги ая брехен төрлүгү там от 30-50% онна уже бюджет кирерлы хеги беспроцентный төрлүгү чакытны кор. Тулахымарды да ол бар. Все мебель, мебель полностью бар было. Ага, блин, бы холобра бихая как раз таки, ну как целый утро уже полностью даже бушторан бар. Орону, лопогу, холодильник. Тут барда топар миль барда киренген олар дейб курдук. Сколько проектов в компании? Ну, где-то от 80 есть. В нашей базе данных проектов есть 80. И какие там разновидности есть? Получается, есть 1+1 в среднем бывает, и 2+1. Это 2 спальни и один зал, где куртук. Вот такие. 3+1, 4+1 даже есть. И виллы. Тут очень много разновидностей домов. Даже есть 10+1, где куртук полный. 10+1 это? 10 комнат Ага. и зал, бир, куртук. И отдельная кухня, может быть. Я обучаю людей ведению базы в АМА-CRM, ну и параллельно веду переговоры с амбассадорами и подписываю с ними договора. Вот из разных городов уже на нас работают очень множество людей довольно, уже под 60. И я со всеми на связи, если кому что-нибудь надо. Какие сложности и нюансы есть там при документации, при оформлении? Все зависит от вида деятельности. В принципе, каждый иностранец может выступить учредителем компании в Турции. Да? Здесь система, она где-то похожа на российскую. Здесь есть понятие индивидуальный предприниматель. Да? И есть такие же предприятия, как открытое, например, общество, да? И закрытое общество. Да? И для, например, риэлторской деятельности здесь нужно обязательно получить сертификат государственного образца уровень 5 для открытия компании. Вот. И, в общем-то говоря, я это, естественно, все прошла, обучение, экзамены, да, скажу, что это было действительно очень так непросто, да, и все сертификаты у нас есть, конечно. Да. А что за обучение? К чему там учат? Турецкий язык и так далее, да? Да, обучение идет на турецком языке полностью, да, и экзамен сдается прямо очень сложный, да, там как вести бизнес, да, какие решения принимать, как высчитывать там, например, среднюю стоимость недвижимости, то есть такие вот идут кейсы внутри, да, сдается видео, все записывается на видеокамеру, в общем, вот такое вот лицензирование и началось несколько лет назад для риэлторской деятельности, да, то есть есть 4-й уровень и 5-й уровень. 4-й он такой попроще, просто для того, чтобы работать риэлтором, а для открытия компании там уже более такой углубленный экзамен, это вот на сертификат номер 5. И вот этот документ, он, например, если зайти на сайт госуслуги, да, вот есть у нас, называется в Турции он Эдевлет, там тоже полностью вот все твои сертификаты государственного образца, они там все видны. То есть это вот государственный экзамен. И какие же квартиры якутяне покупают здесь? Наши якутяне обычно покупают квартиры, скажем так, я бы разделила на несколько категорий. Да, часть клиентов, они нацелены сюда просто приезжать временно, например, там провести лето, да, и с перспективой, то есть вложить деньги, и чтобы осталось это все детям на будущее. То есть это такая инвестиция. Да. Есть люди, которые покупают для гражданства, то есть люди, которые думают о том, что второе гражданство в Турции, оно позволит, даст им больше возможностей в будущем для них и опять же для детей. Да. И третья категория – это люди, которые хотят сюда переехать жить. И здесь уже как бы, да, вот можно, скажем так, я бы тоже их разделила, да, есть, которые ориентируются на маленькие квартиры, самые-самые недорогие, и такое, знаете,
хоть бы рядом где-то море было, там, да, в часовой доступности Каньялти. и подешевле. Каньялти, однозначно. Да, все хотят каньялты, да, но тут цены, конечно, очень уже высокие, да, и мы для них стараемся найти, естественно, делать все возможное и невозможное, чтобы как-то уложиться в бюджеты, когда нам говорят, мы хотим за 5 миллионов квартиру готовую, и чтобы там все было, да, мы, конечно, не волшебники, да, но мы стараемся что-то придумать, да, или хотя бы, ну, начать уже предлагать варианты, которые в строительстве сейчас стоят столько, а через зато 1,5 года у них будет вот конфетка, действительно, что они хотят, да. И наши якутяне, они, если кто переезжает с семьей, то, конечно же, им нужны большие квартиры. И тут уже тоже, да, как бы надо понимать, да, что если они чуть-чуть подождут, то они получат нечто получше, да. Или вот сейчас, ну, вот такое вот попроще, например, да, что-то. Поэтому мы показываем реалии. Мы вообще показываем, вначале мы им показываем весь город. То есть Анталия, она, например, разная. Да? Можно показать Каньялты, да, отличие от него. Есть у нас район Лара, Гюзелёба, да, с другой стороны города, или центр, например, Анталии. Они все абсолютно очень разные. Иногда вот все говорят, мы приехали в Каньялты, мы как будто бы другую Анталию увидели. Или еще бывает, знаете, вот сейчас в последнее время очень такой модный вопрос, а может нам поехать в Мерсин, да, Мерсин, там жить, в Аланию, там или еще где-то, да, конечно, каждый регион он отличается очень сильно. И Анталия и ее цены обусловлены спросом, независимо от какой-либо ситуации, да, вот политических, там, экономических ситуаций, Анталия это всегда, она всегда востребована, и недвижимость здесь очень ликвидна. Вообще вот этот проект, он находится в районе Белек, да, и рядом есть вообще все. Там все маркеты, аптеки, все есть, да, и реально вот у этого проекта очень хорошая цена. От 85 тысяч долларов. Это на рынке действительно вот очень конкурентоспособная цена, потому что это практически Анталия, а до Анталии где-то полчаса, да, и море тоже здесь есть, да, в общем-то говоря, чем, например, вкладывать, например, в другие регионы, да, то Анталия это всегда очень хороший инвестиционный вот вариант. Это вот центр Белека. Projemizde hemen Belek Caddesi'nin üzerinde yaklaşık 5 dakika mesafeyle gidilebilen Где-то в 5 минутах от центра Белека, вот он этот проект. То есть там и школы, все рядом есть. То есть это вроде как и рядом с Анталией, но это не совсем, скажем так, далеко, чтобы, знаешь, вот там некоторые уезжают вообще далеко-далеко. Там, конечно, можно найти дешевле квартиры, да, но вот это вот в нижней планке, это вот очень хорошее предложение. Я вам скажу, что вот этот застройщик у нас очень хорошо строит, у них очень качественные дома, я сама живу в их квартире, да, их постройки, и реально, ну вот, в проекте будет все, что нужно для жизни, и я вот, можете даже на макете посмотреть. Да, у них есть несколько планов оплаты. Если, например, внесли 50% предоплаты, то рассрочка будет на 8 месяцев. Если 60% предоплаты, то на 12 месяцев. И если 70% они сразу предоплату сделали, то на 15 месяцев может быть максимальная рассрочка. То есть чем больше вы заплатили, тем больше у вас еще возможностей, во-первых, как бы растянуть оплату. Самый минимальный стандартный пакет в Турции. По мне так шик вообще нормально. Да, это самая простая комплектация. Да, сейчас вы посмотрите, какой здесь ремонт. Да. Обязательно полы, да, плитка. В этом комплексе есть еще и отопление центральное, да, то есть газ уже проведен, и для северян здесь будет очень хорошо, комфортно, потому что в морских городах очень часто газа нету, да, и получается, что им прохладно, то есть чисто с кондиционером обычно бывает прохладно. И вот у нас стандартная вот такая вот кухня, да, встроенная, полностью с плиткой, с вытяжкой, да, с духовкой. Это квартира дуплекс, да, то есть у нее 2 этажа, и мы сейчас поднимемся на 2-й этаж. Это квартира комплектации 3+1, то есть на верхнем этаже 3 спальни
и один салон, совмещенный с кухней на первом этаже. И Балкон. вот в данной квартире не такие уж огромные балконы, кстати, да, то есть это вот, скажем так, самый минимум, который, скажем так, строят в Турции. То есть по простоте, то есть это самое простое. Балкон очень большой. Так видим. Туда можно пойти, туда. И красивый вид на горы. И Средиземное море. 1+1. Да. 1+1. Минимальный кухонный набор. Газ. Место для холодильника. И спальня. Спальня у нас уютненькая, маленькая и большое панорамное окно с видом на горы. Но вообще в Турции строят так, чтобы человек привез сюда мягкую мебель, повесил шторы, купил просто на самом деле кровать, холодильник, и уже можно было жить. Шибки. И это самое минимальное, как сказать, Самый минимальный уровень — это стандартный эконом. При этом в комплексе будет обязательно бассейн, парковка, сауна, хамам. и спортзал. Да. Наверное, самый интересный момент нашего блога, разговора, да? Цены. Цены по квартире. Сколько стоит? Там, если разбить на сегменты, бюджет, стандарт и премиальный. От скольки до скольки? Ну, я бы сказала, что сейчас, например, да, нижняя планка по Анталии на однокомнатную квартиру, то есть однокомнатная квартира — это одна спальня и плюс один салон, совмещенный с кухней, начинается в районе Каньялты от 127 тысяч долларов. Это самая-самая минимальная планка. Это если, Готовая если в рублях сразу переводить? Ну, где-то 8, да, или 7,5 миллионов рублей. Мгм. Да, мне сейчас сложно высчитывать в рублях. Если, например, да, вкладываться в строящийся проект на нулевой стадии, у нас вот недавно, например, было абсолютно такое вот закрытое предложение от 75 тысяч долларов. Да? Это Анталия, это недалеко от Анталии, конечно, это пригород, да, но вот такие цены, они иногда бывают, и на них нужно реагировать очень быстро. 5 миллионов с копейками. Да, Я совсем. посчитал. Есть, как бы, например, за 85 тысяч в районе Белек. Очень хороший застройщик строит, да, ну вот 85 тысяч долларов, сколько это в рублях сейчас? 6 миллионов. Где-то за 6 миллионов, да. И самое главное, есть же рассрочки даже для тех, кто, например, говорит, что это, например, неподъемная сумма. Например, если они оплатят 50%, то все остальное они смогут получить до момента ввода жилья в рассрочку абсолютно без процентов. Прикольно. Да, это сейчас классное Четко. предложение. Средняя ценовая категория дальше начинается от 150 до 200 тысяч долларов. То есть здесь можно тоже на этапе стройки вложиться и через год получить классную квартиру, например, в доме полностью с ремонтом, да. У нас даже есть предложение полностью с мебелью, да, потому что такие предложения есть не у всех застройщиков, да, и уже у вас будет, ну, скажем так, такая квартира, скажем так, в элитном комплексе. И есть очень такая, скажем, уже ниша для VIP клиентов или для тех, кто, например, готов инвестироваться и вообще реально обосноваться в Турции, да, это или виллы, или же квартиры класса люкс в районе Каньялты от 700 тысяч долларов и более. Это 50 миллионов и выше. Да, но на самом деле я скажу, что если сравнивать, например, с теми самыми высокими ценами в Москве, то для них эти цены, они естественны. Одинаково. Ну, примерно, да, например, там квартира в многоэтажном доме, например, в центре Москвы, говорят, ну, стоит там уже тоже ближе к 30 миллионам рублей, да, и плюс вот еще что-то, да, здесь же все-таки море, тепло и, ну, скажем так, объемы другие.
То есть здесь за эти деньги он может, например, получить дом настоящий, там, с бассейном, на 4 этажа, со своим лифтом. То есть здесь, ну, вот, да, если в душе хочется вот такого полета, то вот, пожалуйста, да, Анталия, она предлагает все. Все полеты доступны. Да, да, все уровни, да, на любой карман. Где мы сейчас и что будем показывать? Сейчас мы находимся в офисе у наших партнеров, которые застраивают город в городе. Это вот проект, который находится у нас в районе Кипес. И у этого проекта очень уникальная концепция того, что здесь предусмотрено на территории 1 миллион 300 тысяч квадратных метров. Здесь будет 19 тысяч объектов недвижимости. Здесь есть люкс-класса дома, эконом-класса дома. Здесь предусмотрена парковая зона. Да? Здесь планируется построить крупную частную клинику, предусмотрены школы. То есть здесь предусмотрено концептуально все для жизни. Мне очень нравится этот проект тем, что здесь каждый может найти для себя подходящее жилье. Здесь даже есть, кстати, такой проект, который называется таймшер. Таймшер – это когда человек владеет квартирой, например, в течение 2 месяцев, но у него официально есть все документы, и он может приезжать, допустим, на неделю, да, или сдавать. То есть это для тех, кто хочет просто инвестировать деньги. И реально те, например, у кого есть, допустим, только 1 миллион рублей, да, они могут инвестировать и иметь недвижимость в Турции. Вот этот город сейчас уже такой построен или это в планах? Здесь уже люди живут. Порядка 30% построено. Ближайшие на 4-5 лет будут застраиваться, доделываться, и уже будет вообще классный вот такой проект, где каждый может вообще жить, и вообще даже можно даже не выезжать, потому что здесь есть все. И вот этот проект, он, кстати, дает государственную поддержку. Здесь нету налога, например, при переходе собственности, да, 4% обычно платят, да, здесь этого налога нету. Есть очень хорошие варианты и по рассрочкам, да, то есть без проверки документов здесь можно получить застройщика рассрочку, да, и 100% самое важное, да, здесь показывают стоимость кадастровой стоимости. То есть полностью, например, оплатили, например, 200 тысяч долларов, то эти все 200 тысяч долларов, они будут все документально показаны. И это значит, что человек может подать эти документы, например, на вид на жительство и на гражданство. Вау! Это какая квартира? Это квартира 2+1. Что такое 2+1? Это значит 2 спальни плюс салон. Да, обычно в Турции салон совмещен вот с кухней. И вот как вы видите, вот все, что есть в этой комнате, это, конечно, декор. Да? У вас будут стены, да, и вся кухня. Но вот все, что вы видите, вот, например, вот кухня полностью с духовкой, с плитой, с вытяжкой, она входит в стоимость. То есть сантехника тоже вся здесь есть, да. Нужно будет только купить холодильник и купить вот посудомоечную машину. Салон – это по-нашему зал. Это зал, да, это зал. И обычно, кстати, в Турции очень часто используют балконы. Балконы как жилую комнату, там ставят стол, выходят завтракать, кушать, и там не складируют мясо, рыбу. Да, как в Якутии у нас нет. Это спальни, да, маленькие спальни. Конечно, этого декора не будет, но полностью все будет с ремонтом. Все будет очень классно, очень хорошего качества. Если говорить про туалеты, да, туалеты душевые, это будет прямо вот как видите, все так и будет полностью, да. Здесь будет раковина, здесь будет зеркало, здесь будет вся техника и полностью отремонтирована. Вот прямо как видите. А здесь спальня? Да, это вот родительская спальня у нас. Если вы хотите, конечно, можно и вот такую мебель здесь все купить, да. А в целом, вот смотрите, как можно это сделать, как красиво это может быть. То есть получается, здесь очень часто принято, чтобы был один душ, то есть вот для семьи и один гостевой. Туалет, душ и еще один, второй.
Хотели бы вы так жить? А сейчас мы находимся в 3+1, да? Да, в этой квартире уже 3 спальни и 1 салон гостевой. Как вы видите, в больших квартирах уже кухни отдельно будут. Это сколько квадратов? Ну, здесь, мне кажется, где-то порядка 25-30 квадратных метров. Чисто вот. Чисто зал. Да, чисто зал. Да. А тут еще есть, оказывается, электрожалюзи. Вот. Мы это не заметили. Когда нажимаешь, опускается. Такой вот. 2 спальные комнаты для детей. В Турции очень классную мебель производят, и вы можете взять отсюда идеи. Это вот прямо как обычно уже в Икее заходишь, и там готовая спальня, и ты уже смотришь себя, визуализируешь в рамках этой комнаты. Вот здесь тоже как бы, да, комната для девочки, она может быть такой. И родительская спальня, она вот такая. Здесь есть и гардероб, и туалет с душем. Вообще в Турции принято делать все с полом и с ремонтом. Да, полностью здесь будет ремонт, вы не будете жить в ремонте, и, соответственно, соседи тоже не будут ремонтироваться. Это же тоже классно, да? Чем вот говорят же вот в больших вот очень многоквартирных Первые домах. 2 года уже. Первые 2 года это постоянно идет Да. стройка. Здесь же такого нету. Все заезжают такие вот отремонтированные готовые квартиры. Еще в Турции важная часть, ну как и у нас, да, как и везде, кондиционер в передачу, да? Ну, в большинстве случаев, да, есть проекты, которые включают в себя, например, и кондиционеры, и отопление центральное, да, то есть они максимально как бы уже это все тоже, естественно, включено в стоимость, но на самом деле это все равно получается дешевле, чем если бы это потом отдельно заказали. Есть у нас, например, застройщики, которые даже мебель всю дадут. Полностью, да, всю технику, поэтому надо исходить наверное, от запроса. Есть, конечно, вот желающие готовить самим, некоторые сами хотят вот обустроить квартиру, да, купить себе все, да, вот женщины вот мечтают об этом, любят ходить по магазинам, выбирать, подбирать, сам себе дизайнер, да, а некоторые хотят, чтобы было все готовое. А на этапе зародыша, да, вообще ничего нету, только земля есть, и будут строить дом. Можно ли заранее запланировать квартиру? Да, И с застройщиками можно договариваться. материалы, как ремонтировать, какой пол будет, все это можно сделать. Конечно, можно, да. Можно разговаривать, и большинство застройщиков идет обычно навстречу, чтобы можно было переделывать до того, как они начали там строить стены, утверждать планы. А после того, когда уже построено, тоже можно переделать, но уже после того, как дом сдан официально, и после этого можно уже делать какие-то перестройки внутри квартиры. Если предварительно ты не договаривался и не забронировал, да, и ремонт какой-то не утвердил, то тебе дадут стандарт. Да, стандарт А дадут. стандарт такой? Или Да, такой. Чуть по-другому будет? Да, стандарт он будет включать в себя полностью, например, покрашенные белые стены, будет мебель, да, вот, например, вот эта вот встроенная мебель, она тоже уже входит. То есть вот этот гардероб входит в стоимость квартиры. А все остальное, да, нужно будет самим или переделывать, или получать, или жить в том, что уже предоставили. Хотел спросить про кредиты и про рассрочку. Вот рассрочку. Про рассрочку вы уже сказали. Да, про рассрочку я уже сказала, и это на самом деле наш основной такой вот выход, да, для тех, кто хочет как-то, по финансам для А там себя. сумма лимитирована? До скольки-то можно, да, Нет. рассрочку делать? Нет, нету никаких лимитов, но официальной ипотеки для иностранцев в Турции нет. А кредиты? И кредитов тоже нету. Только для турков? Только для турков, да, и для иностранцев единственный выход — это эти рассрочки от строительных компаний. Вообще бы так-то. Хорошо же, по-моему. Ну Это да, рассрочка там лучше, чем кредит. да, Некоторые, наверное. например, если вводятся через 2-3 года, то там и, соответственно, как бы без процентов будет рассрочка. Очень хороший вариант. Многие пользуются этим, практически все. Если готовы оплатить полностью
вперед, то там уже можно вести торг с застройщиками, ничего предлагать ему там разные всякие варианты, попросить скидки и так далее. Вот даю тебе полную стоимость, ты мне Да. скидку сделай 10%, типа, да? Да, и это наша задача для наших клиентов получить эти выгодные условия. Потому что все-таки мы с ними постоянно находимся в контакте, мы с ними работаем, мы примерно понимаем, ну вот на что они могут пойти. И, конечно же, для наших клиентов мы просим всегда, ну, самые лучшие условия по оплате. Мы выяснили, что самые дешевые квартиры это где-то 5-6 миллионов, да? То же самое в Якутске можно, сейчас уже подорожало, где-то, если хочешь нормальную, хорошую квартиру, это уже 10 миллионов. Мгм. Где-то двушка, трешка. Ну, трешка это очень старая будет уже. Но здесь понимаем, что полностью все это будет с ремонтом, да, будет обязательно встроена кухня, да, с вытяжкой, с плитой, с духовкой. Здесь будет полностью вся сантехника, будет территория у комплекса, да, в большинстве случаев с охраной и как минимум с камерой, то есть, да, с бассейнами. Это будет, ну, такой вот полный комплект для, скажем так, комфортной жизни. Мгм. А есть типа гарантии? Например, что у тебя сломалось, ну, гарантии сколько-то лет, они могут ремонтировать? Конечно, конечно. То есть, да, хорошие застройщики, они минимум на 2 года дают гарантию вот всему, и несущим конструкциям дают, естественно, на долгие сроки. Ну, например, там покраска, да, треснула. Да, то есть на, Дверь на сломалась. стены, на вот эти вот как бы основные конструкции, они дают, например, до 5 лет, да, и более, да, а на какие-то мелкие ремонты и так далее, вот, ну, что-то сломается и так далее, то уже до 2 лет. Мы находимся в квартире 1+1, это квартира премиум-класса, подробнее. Да, вот в такие вот комплексы, да, они обычно содержат в себе, кроме вот того, что вы видите, да, естественно, это ремонт, это обязательно техника, немецкая обычно, да, то есть застройщики очень хвалят, например, немецкое качество, дизайн европейский, полностью все укомплектовано, и цена таких квартир, она обусловлена не сколько самой начинкой внутри, да, а тем, где она находится, то есть локацией, близость к морю, раз, да, что есть в самом комплексе. Например, в этом жилом комплексе на первых этажах есть торговый центр с элитными брендами и отель. То есть вот такая квартира для инвестиций, под сдачу в аренду, ну, вообще под разные цели для жизни, вот под все, что угодно подходит. Но квартира, она вот, например, маленькая, 1+1, это со встроенными шкафами, полностью вот этот декор тоже, он весь входит в стоимость, да. Здесь у нас санузел. А где же тогда у нас сама комната? Давайте подумаем. Давайте подумаем. Давай, Максим, покажи. Ага. Вот здесь. Опа. А да? Что-то. Да, все шкафы тоже, они все входят, да, то есть не нужно уже ничего дополнительно делать. Все, как вы видите, вот такие вот небольшие квартиры. Обычно их покупают для подачи документов на гражданство, то есть по цене они подходят. Ну и такие квартиры все равно будут расти в цене. Далее мы находимся в квартире 3+1. 3+1 самой люксовой категории в Анталии. И сейчас вы посмотрите, за что платят 1 300 000 $. Сначала кухню. Вау. Здесь зона готовки. Короче, как вы все видите, все прекрасно, все шикарно. А здесь кухня. Четко иди вообще. Кухня. Кухня вообще супер. Я не могу подумать. Я в шоке, короче. Зал. Панорамные окна. Представьте, у вас будет вид на шторы. всю Анталию, потому что дом высокий, и такая квартира, например, на высоких этажах, у нее обзор будет вообще на все стороны. Идем дальше.
Комната, спальня. Дальше вторая комната. Детская, да? Детская. Да, детские. Тоже панорамные окна. И большая спальня. У нее свой санузел. Личный, да? Конечно. И гардеробная. Класс. И здесь мы пропустили. Здесь общий санузел. Душевая. Миллион баксов. Если у вас есть. А вдруг есть, да? Допустим, я покупаю квартиру, и через какое время я могу продать ее? Продать ты можешь в любое время. Единственное, да, здесь в Турции, как в России, да, если ты был собственником квартиры 5 и более лет, то никаких налогов оплачивать не нужно. То есть ты можешь продать по любой цене, да. Но если ты до 5 лет решил продать, например, вот сегодня купил, допустим, за 100 тысяч, и завтра хочешь за 150 тысяч продать, то если эта вся сделка проходит официально, то с этой прибыли, с 50 тысяч долларов, будет налог. Рассчитывается он, опять же, по специальной формуле, в зависимости от той суммы дохода, которую ты получил. Допустим, если официально показали те же 100 тысяч долларов, как будто ты продал за те же самые деньги, то нету, соответственно, дохода и налога на прибыль не будет. Оказывается, забыли еще один пункт спросить. Почему такие ценообразования в Турции недвижимости? Цены действительно разные, да, конечно, оно зависит, во-первых, от региона и на самом деле от простых законов рынка. Где есть спрос, да, там будет, соответственно, цена выше. Поэтому Анталия – это всегда ликвидный район, да, и тенденции такие, что даже если убрать все экономические и политические факторы, которые сложились за последний год-два, да, в связи, ну, как бы связанные с наплывом россиян и вообще людей в Турцию, то Анталия, скажем так, здесь нету земли, свободной земли, и поэтому здесь цена по-любому будет расти. И я вот думаю, что в связи с тем, что очень много, скажем так, желающих вообще закрыть продажу иностранцам и, скажем так, предоставление вида на жительство всем подряд, то условия будут усложняться, но да, давайте подумаем о том, что цена, да, обусловлена, опять же, себестоимостью. Поскольку в этом году подняли минимальную зарплату, да, поднялись цены на все, в том числе даже на разные государственные пошлины, то цена, она будет расти. Цена будет расти, и пока еще, скажем так, не все застройщики отреагировали резким повышением цен. Пожалуйста, успевайте, и пока еще можно, да, переводить деньги в Турцию для приобретения недвижимости, это все еще можно сделать, поэтому успевайте и делайте выводы. Почему покупатели должны прийти к вам? Почему к нам, да? Я бы сказала так, да, прежде чем сделать такой шаг, как приобретение недвижимости, нужно в первую очередь грамотно и правильно выбрать человека, с кем вы будете это делать. Потому что без риэлтора, да, не обойдется. В любом случае вы все равно заплатите эту комиссию. Да? А с нами вы получите, во-первых, надежных своих друзей, которые реально здесь живут. Мы не блогеры, которые сюда приехали на неделю. То есть мы здесь реально живем, мы сами прошли все этапы адаптации и помогаем нашим клиентам во всем. То есть от открытия счета, например, да, и после, допустим, даже после того, как они уже приобрели недвижимость, мы помогаем им, например, счета на
электричество там, да, то есть мелкие Коммунальные бытовые услуги. вещи какие-то, да, где купить мебель, да, как правильно вообще начать оплачивать даже все это, то есть, да, каких-то мелких деталей, да, мы будем с вами здесь постоянно, поэтому наша команда отличается, что здесь мы живем, и Анталия наш дом. Сервис, сервис Да, называется. сервис. Якутский сервис, пользуйтесь. Это надо в этот обязательно добавить, потому что Анталия наш дом. Мы вот реально как бы вот сталкиваемся с тем, что сейчас действительно продают недвижимость в Турции вообще все подряд. Все подряд, да, и там с какими-то с дом-2 приезжают, там, да, с какими-то вот людьми, да, вот которые вот просто вот, например, заехали, или даже вот на последнее время приехали же эти ребята там на последней волне иммиграции, да, как говорят, да, они все продают недвижимость, там, таргетинг делают, еще что-то, да, а мы здесь реально же уже, ну вот вся наша команда, мы все здесь, и говорим, почему, наверное, пока у нас, может быть, не так много знают, но вот на самом деле главный наш месседж это то, что мы здесь живем. Мы здесь во всем поможем, если надо вот где-то здесь разобраться, это всегда, вот, ну, думаю, очень важно. А какие нюансы при покупке квартиры еще есть, которые мы здесь в разговоре не затронули? Может, какие-нибудь советы скажете? На самом деле нюансов действительно много, да, начиная от того, что это все на другом языке, тем более, если вдруг вы решите покупать даже на вторичном рынке, да, там еще больше нюансов увеличивается. На первичном рынке, конечно же, очень важно знать застройщиков, кто это такие, да, здесь их долгострои тоже бывают, да, и очень часто встречается то, что низко показывают кадастровую стоимость, то есть это на анталийском рынке, это практически везде. Поэтому мой единственный совет такой, да, работайте с теми, кто действительно понимает в этом рынке, работайте с профессионалами. И если вы покупаете недвижимость, пусть это будет действительно надежно. А могу ли я с вами сотрудничать? Есть ли у вас какая-нибудь программа? Да, у нас есть направление наше, да, называем ее программа амбассадоров. Это для тех людей, которые живут в разных городах, странах, да, для тех, кто хочет заниматься и зарабатывать на недвижимости, у нас есть возможность вас поощрять, естественно, да, за то, что вы с нами сотрудничаете в рамках этой программы. И для тех, кто готов это попробовать, да, работать можно вообще из любого уголка земли, то мы готовы вас этому научить. Круто. Будем работать. Да, спасибо, здорово. Четко. Допустим, да, все здесь придут и покупают квартиру и будут жить. На что им жить? Вот это, наверное, это самый такой вот больной вопрос, да, тех, которые вот, людей, которые хотят приехать в Турцию, и непонимание, на что жить, их обычно останавливает. То есть вот эти страхи, да, которые у людей есть, они нормальные, и это действительно, вот, наверное, важный, самый основной вопрос, на что здесь жить. И большая часть, которые сюда переехали, у них есть какой-то доход из России. Или они там сдают недвижимость свою, да, если у них там есть бизнес, или у них есть хотя бы пенсия государственная, да. А для тех, кто еще, скажем так, в этом направлении не продвинулся, у нас такое вот предложение, да. Первое, вы можете стать нашими амбассадорами, да, мы научим вас работать онлайн. И второе, да, мы создали абсолютно вот недавно, до Нового года, ассоциацию путешественников, фрилансеров и иностранцев здесь, в Анталии. То есть это официальная ассоциация, которая помогает людям, во-первых, адаптироваться здесь, да, и здесь мы будем создавать клуб инвесторов, который будет как раз искать выходы, да, каким образом заработать, да, каким образом можно вложить деньги, как зарабатывать онлайн, да, здесь очень много айтишников, да, я надеюсь, что у нас появится в ближайшее время такой вот, скажем,
портфель инвестиционный, да, куда люди могут действительно вложить и начать зарабатывать. То есть вот решение этому вопросу мы будем искать все вместе. Вот. Круто. Ну и в завершении этой очень интересной беседы, ваши пожелания зрителям YouTube-канала. Мои пожелания такие, да, если у вас поселилась вообще идея, да, о переезде, о море, то начинайте как минимум изучать информацию. Тогда вам вот этот шаг станет ближе. Узнать, сколько стоит, да, какие есть возможности, да, потому что когда люди сюда приезжают, реально приезжают просто отдыхать, ходят здесь по улицам, ходят в магазины, смотрят, насколько это все оказывается реально. Да, начните путешествовать, начните пробовать, да, и ничего не бойтесь. Допустим, после просмотра блога люди захотят купить квартиру, и на правах нашего сотрудничества, да, по промокоду, скажем так, Helix Max, что они могут взять, ну, большой плюсик? Давайте подумаем, да. А как ты думаешь, вот, что было бы интересно твоим подписчикам? Наверное, первый раз, когда заходишь в квартиру, предметы из быта, например, электроника, техника, наверное, нужнее будет. Вы знаете, да, у меня появилась сейчас такая идея, да, мы начали работать с компанией Истикбаль, это очень крупная сеть магазинов по мебели, и я предлагаю так, если они придут с твоим промокодом, то мы им подарим мебель на $1000, сертификат. Чутко В дело. новостройках. Круто, спасибо. Так что здорово, пишите. Не, пишите мне. Пишите ему. Да. Пишите мне в Instagram, либо в WhatsApp. Вся информация в описании будет. Так что всем удачных покупок. Увидимся в Турции. Всем пока!